Здравствуйте, меня зовут Ренат. Представьтесь. Здравствуйте, я Валяева Елена. Здравствуйте, я Соловьева Елизавета. Получается, вы стали жертвами мошенничества? Да. Расскажите подробнее. Мы были волонтерами общественного фонда «Сердце матери», и оказалась мошенницей директор фонда Павленко Жанна. Она нас хорошо обрабатывала. В каком городе это происходило? Это здесь в Алмате было. Но вообще офис в Каскелене был. Когда это произошло? Это было начиная с 2020 года. У вас 21-го, у нас у меня с 20-го. То есть, получается, 3-4 года уже тому назад. Да. В чем суть? Почему вы считаете этого человека мошенником? Она создала мошенническую схему, подтянула своих, можно сказать, соучастников. В чем заключалась мошенническая схема? Знаете, это очень похоже на организованную преступную группировку, потому что там каждый человек выполнял определенную роль. Вот все потерпевшие, а нас было 7 человек. Были приведены одним человеком. Один человек привелся. В чем суть мошеннической схемы, как вы утверждаете? В смысле, она нас ограбила, можно сказать. Ограбила материально и финансово. И плюс ко всему она нашу единственную недвижимость поставила под залог огромных сумм своему знакомому хорошему ростовщику Рахимжанову. То есть она настолько... как это произошло? Она втерлась в доверие. Как произошло так, что ваша недвижимость оказалась в ее руках? Она говорила, что деньги нужны на развитие фонда. Вы состояли в этом фонде? Мы волонтерами были в этом фонде. И для того, чтобы развитие фонда было, нужны были деньги. Особенно в последнее время, когда вот уже были сданы под залог квартиры, она сказала, что открывается социальная здравница и идет оборудование из Китая, и вот нужны вот сейчас вот срочно деньги нужны, то есть вы сдаете свои квартиры под залог, фонд сам рассчитается с ростовщиком, значит, здравница будет открыта для того, чтобы обслуживали население, нуждающееся. Я так понимаю, да, правильно, что у вас был, получается, общественный фонд, да? Да. Чем он занимался? Еще раз. Ну, не у нас, это у нее. Да, у нее было, вы состояли волонтерами в этом общественном фонде. Помогали сиротам, значит, по детским домам ездили. И вот директор этого фонда заявил о том, что вот нужны деньги на развитие фонда. Да. Вы поверили? Да. Это там было так искусно проделано, вы даже бы не... То есть со стороны это очень странно кажется. Очень странно, как можно так влезть в доверие. И я набрала на мое имя, на мое ИП кредитов больше, чем на 20 миллионов. У меня недвижимость заложена на 15 миллионов. Помимо того, она меня обокрала в прямом смысле того слова, что она вывезла всю трехкомнатную квартиру, золото, все. Это страшно. То есть у меня было ощущение, что я нахожусь под каким-то воздействием, вот честное слово. Очень было сложно поверить. Но был один единственный факт, когда прошли суды, когда ее посадили, прокурор, которая вела это дело, она мне позвонила. Я правильно понимаю, да, что когда она попросила у вас деньги на развитие фонда, вы заклали для этого свое жилье? Это было уже это была последняя стадия. То есть это была последняя. А потом через некоторое время вы поняли, что... Ее арестовали. Мы не поняли, когда ее арестовали, я лично ходила в прокуратуру. По какой статье ее арестовали? 190 за мошенничество, да? Я ходила сама в прокуратуру, мы писали ходатайство, чтобы ее выпустили, потому что работа фонда остановилась, люди страдают. Представляете, до какой степени нас обработали? В каком году ее подвергли аресту? В 21-м, в октябре 21-го. Кто? Какой орган? Алмалинское... Управление полиции Алмалинского района города Алматы, да? Да. Угу. А потом вы осознали, что она занимается целенаправленно подобными действиями. Вы знаете, дело в том, что мы все друг друга не знали. Вот нас 7 потерпевших, мы работали в фонде так, что мы друг друга не видели. Знаете, как вы даже друг с другом не были знакомы? Нет, не были знакомы. Только после того, как ее арестовали, тогда мы уже познакомились. Получается, у вас даже общего собрания не было? Нет, не было. Так простроено, чтобы люди между собой еще не соприкасались. Да, мы выезжали, допустим, вывозили детей в Тургенское ущелье, там занимались с ними на
страусиную ферму вывозили. Мы верили, что фонд работает нормально, а потом, насколько мы приучены уже как бы доверять, директор фонда, кто мог предположить, что в фонде с таким названием «Сердце матери», представляете, мошенники работают. Ну это же было, ну как Даже бы... на этих мероприятиях, когда вы работали с детьми, Да. вы не были знакомы друг с Я другом. Нет, вообще туда она не была, выезжала. но она брала мою дочь. Да. Елизавета видела мою 3-летнюю дочь. Хорошо, Да. в итоге вы, наверное, все-таки обратились в правоохранительные органы, когда Да. вас начали выселять из вашей квартиры, Нет, да? еще Нет, нас еще пока не не выселили, но Слава вот стоит Богу. как раз момент, сейчас вопрос уже этот начинают остро стоит. выселять, потому что ростовщик... У вот этих этот квартир сейчас Рахимжан- новые собственники? Нет, еще пока нету, Документы? но уже выставляются квартиры... Банки, правильно? Нет, не банки, ростовщик. Рахимжанов ростовщик. Из Такой другого же дела. мошенник, который сейчас под следствием находится по этой же статье, и у него очень много Они идут как потерпевших. в группе лиц. Никто Или не отдельно? хотел это Нет, рассматривать, Нет, что это группа лиц. когда у нас суд по Павленко проходил, Рахимжанов прошел только как свидетель. То есть судья не захотела на это обратить внимание, хотя мы неоднократно ходатайствовали о том, чтобы, то есть обратили на него внимание, что он тоже обратили мошенник. вообще на всю Он эту сделку с внимание. 19 года находился под следствием по 190 статье. И даже вот когда он брал наши квартиры в залог, он уже тогда был под следствием как мошенник. И это Сейчас вот что происходит? Сейчас ваше дело находится... Ее осудили. Её осудили. Ее осудили. Да. Она все признала, но на нас все висит, продолжает висеть. Банки нас жмут, ростовщик на нас сейчас тоже говорит, что отдавайте либо деньги, либо продавайте недвижимость. Вот сейчас суды проходят. Но дело в Вчера отношении был. него есть тоже. Есть, Мы не но добились нас нашей к стороны. нему, к этому делу Не не допустили. допустили. Кто ведет это дело? Вот я в Департамент городском, полиции, да? Да, да, Департамент городской, мы полиции. туда да, год ходили. У вас есть статус по этому делу? Нет, мы не по этому добились. делу нам сказали, что мы к этому делу отношения Да, не имеем. следователь Да, Калтаев. Аян. Мгм. Он нас не допустил, он буквально над нами издевался, сказал, что вы не имеете права к этому делу присоединяться. Мы обращались даже к заместителю Везде были. Прокуратура следственного обращались? отдела. Да. Прокуратуру, в Мы районную, обращались в городскую, Верховный суд, мы обращались, куда только не обращались. Все это спускается вниз, нас по кругу прогоняют, и абсолютно никакого То есть результата. отписки, да, со стороны Отписки, прокуратуры? абсолютные Да. отписки. А сейчас по гражданским судам, то есть суды принимают решение выставить наши квартиры на продажу. чтобы Ну, рассчитаться с ростовщиком. Ну, Да. по итогу что можно сказать? Наверное, то, что правоохранительные органы должны более тщательно рассмотреть. Очень тщательно. Знаете, рассмотреть данное уголовное дело Именно и в соотношении, в соприкосновении. и между предпринять ними. именно те действия, которые будут направлены на восстановление Да, справедливости. смотрите, когда шло Мгм. следствие, оно у нас проходило вообще очень быстро, и следователь, как его фамилия? Кенгиреев. Кингиреев. Сколько мы ходатайства не писали о том, чтобы чтобы он рассмотрел всех участников этой деятельности мошеннической, он не обратил внимания на это. Потом передали в прокуратуру, прокуратура на это тоже не обратила внимания. В суде Алмалинском судья Ахметова мы тоже ходатайствовали о том, чтобы на доследование отправили эти дела, нас не слушали. Чтобы Просто, выясняли. да, потому Где деньги? деньги не искали, там 150 миллионов. Больше, Это мы только 7 да, потерпевших там были, а за спиной неизвестно больше сколько больше людей не 150 обратились. миллионов она награбила. Мы счетов не Мгм. делали. Ну, то есть мы Вообще все, мы ничего всю не документацию все Не сами было, предоставляли. знаете, не было даже очных ставок, не было вот этих допросов перекрестных, абсолютно ничего. Деньги не искали, 150 миллионов ушло. Она сейчас сидит, и она нам пишет. И она нам письма пишет. Да, она из говорит, тюрьмы. да, она нам говорит, спасибо, что вы меня туда отправили, я живу как на курорте, занимаюсь йогой, читаю книги. Понимаете как? На самом деле все это ужасно. В Да, нашей ужасно. стране огромное количество людей становится, подобно Жертвами. вам, жертвами мошенничества. И хотелось бы, чтобы и в вашем конкретном случае, и в случае других людей, которые стали жертвами мошенников, со стороны правоохранительных органов предпринимались реальные действия.